Разве ты мечтал когда-то стать надгробием для могилы неизвестного солдата? Роберт Рождественский, Константин Симонов, Булат Акуджава. Произведения известных поэтов, посвященные военной тематике, из уст детей, трогает до глубины души. Для учеников 3 класса это поэтическое выступление играет важную роль, так как их дедушки были героями самой кровопролитной войны прошлого столетия. Каждый раз говорить детям, какой ценой досталась нам Великая Победа, и чтобы дети помнили о тех героях, благодаря кому сегодня мы живем, работаем, учимся. Активное участие в этой акции принимают не только учащиеся центра, но также и их родители. «Стена памяти» – это совместное творение детей и взрослых. Каждая деталь по задумке имеет свой смысл. Цветы маки выбраны не случайно. В рассказе Евгения Носова «Живое пламя» мак сравнивается с человеческой жизнью. Она была так же коротка и прекрасна, как и жизнь сына главной героини рассказа. Огонь в этом произведении ассоциируется с душой человека, отдавшего свою жизнь во имя чужой. Стилизованные письма, пожелтевшие от времени с пожеланием дедушка, старательно выведенные буквы – все эти послания написаны вручную и от души. В нашем классе 29 учеников, и все учащиеся, все родители приняли очень активное участие. Есть даже там портреты, письма, родители вместе с детьми сидят и работают. Дорогой дедушка, я даже не знаю, что именно тебе написать. Что бы ты хотел услышать? Знаю одно, я должен передать тебе силы и уверенность. Ты уже навечно вписал свое имя в историю. Ты уже герой. Для меня ты самый главный герой. Это проникновенное послание Мехди Цуроев адресует своему деду Аюпу Цуроеву, участнику Великой Отечественной войны. Пройдя через тягостные испытания, герой войны прожил еще долгую жизнь. К проекту он подошел творчески и проявил большой энтузиазм. В создании этого ролика мальчику помогали родные и близкие. Я хотела, чтобы все знали о моем дедушке, который воевал с немцами, который пытался защитить родину. Мой дядя программист, поэтому меня попросили подойти к компьютеру, мы записывали звук, чтобы все было четко. Мы нашли музыку подходящую, мы взяли свечи, картину, поставили, взяли подходящую ручку для этого и бумагу. Проект «Письмо деду на фронт» в образовательном центре был открыт еще прошлой осенью. И за это время все желающие смогли отдать дань памяти своим предкам, написав для них трогательные строки в своем письме. Преподавательский состав и родители учащихся школы уверены, прививать любовь к родине и развивать в подрастающем поколении чувство патриотизма нужно с ранних лет. И поэтому такие мероприятия будут проводиться гораздо чаще. Мадина Магушкова, Хамзат Халухоев, Новости 24.